Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на сентябрь 2020 года для львов. Посмотрим, что ждет львов в этом месяце. Это основная карта месяца. Это начало месяца, середина и окончание месяца. 3 карты на отношения. 3 карты на работу, 2 карты на финансы, здоровье, итог месяца. Итак, у нас выпадает карта гадалка, которая говорит о том, что у вас может быть месяц такой немножко мистический, да. Очень важно, может быть, прислушиваться ко всему, что говорит Вселенная, да. Какая-то информация может приходить через других людей, через какие-то источники информации, вокруг вас может быть что-то привлекать внимание. Знаете, вот что эмоционально затронуло, как-то важно для вас. Спрашивайте все время у жизни подсказки. Вот, допустим, нужно решить что-то важное, вы говорите там: Вселенная, подскажи мне, вот как мне правильно решить вопрос. Или лучше: Вселенная, подскажи мне, да или нет. То есть, чтобы был четкий ответ, да, допустим, там 3 знака мне покажи, как мне поступить правильно, да. Или, допустим, предсказания астрологов, тарологов и разного рода предсказания очень важны в этом месяце для того, чтобы вы приняли правильное решение. Ну, там же все подскажет вам ваша душа, то есть вы будете чувствовать, эта информация будет привлекать внимание. И очень многое здесь зависит от того, как вы этой информацией воспользуетесь. То есть вот карта на месяц у вас предполагает ваш выбор. То есть вы можете менять свою судьбу, свою ситуацию в течение этого месяца по своему усмотрению. То есть ваша воля здесь как бы самое важное, самое главное. Судьба уже второстепенна. В начале месяца выпадает карта звезды. Обычно это карта очень хороших перемен, нового поворота в жизни. Это карта предвидения. Опять же, видите, вот эти 2 карты рядом, да, то есть, может быть, то, что вам раньше предсказывалось, может сбыться. Или, может быть, вы сами можете любую ситуацию предвидеть, вот буквально опираясь на знаки, которые Вселенная дает, или информацию, которая приходит. В общем, вы можете управлять ситуацией для своего блага, для улучшения. Также это карта хорошей репутации, это карта исцеления, если вы болели. Здесь может быть удача, просто вот поворачивается к вам стороной, перед вами открываются вот новые возможности, и только в ваших руках воспользоваться ими или нет. Ну и, конечно же, звезды – это планы, мечты, желания, которые, если раньше у вас они были, сейчас могут сбыться, либо вы в этот период будете работать над тем, что составлять какие-то планы на будущее, что-то делать такое, что скажется на вашем будущем. Середина месяца – карта птицы. Будет много общения, будет много знакомств. И как раз, может быть, нужно будет для того, чтобы планы какие-то воплотились, да, нужны коммуникации, нужно общение. Также, может быть, будут какие-то важные встречи, важные свидания. Какая-то дружба может у вас появиться, друзья, да, по интересам. Может быть, вы поступите куда-то учиться, и у вас будет много собеседников, скажем так, вот по той теме, которую вы изучаете. Вы можете мнениями обмениваться, вы можете встречаться, вы можете звонить друг другу. Также, если это работы касается карта, то очень большое количество общения, переговоры, разного рода связи и так далее. Да, работа с клиентами. Хорошее время для того, чтобы что-то купить дешевле или что-то продать дешевле, если вот вы спешите. И в конце месяца выпадает карта корабль. Наконец-то перемены, да, желательные перемены, изменяется все, изменяется ваш образ жизни, меняются люди, которые вас окружают, новые появляются, может быть, старые уходят, может быть, расставание с чем-то или с кем-то, может быть, вы сами куда-то уезжаете, переезжаете, едете в отпуск, может быть, на учебу. Также карта, которая говорит о том, что
может быть какое-то новое предприятие, новое дело, работа, новый финансовый какой-то путь у вас, да, может быть новая тема в обучении профессиональном. В общем, ваша жизнь обновляется очень сильно, и возможности предоставляются огромные. Вам вообще очень сильно повезло в сентябре, потому что вы можете здесь абсолютно полностью поменять свою жизнь. И для тех, это отношения у нас, для тех, кто в поиске партнера, вот как раз у вас время, когда вы можете встретить человека по судьбе, да? Для тех, у кого есть пара, карта букет, тоже замечательная карта. Если были какие-то сложности, все, забудете о них. Начинаются у вас счастливые времена какие-то в общении друг с другом. Исцеляются ваши отношения. Может быть, просто такой конфетно-букетный период, да, может быть, всплеск таких эмоций, страсти и так далее. Вообще карта очень хорошая для того, чтобы улучшать отношения между близкими людьми. Карта исполнения желаний. Может быть, для кого-то это действительно такой переломный месяц, когда вы можете узаконить свои отношения или получить предложение, или еще что-то такое очень важное сделать в своей жизни. Да, рядом крест, тем более, да, у нас. И вообще весь расклад говорит о чем-то важном для вас. Для тех, кто в ссоре. Метла может говорить о том, что события будут развиваться очень быстро, и если вы сможете договориться, понять друг друга, вы останетесь друг с другом надолго, поменяете ваши отношения. Если же не сможете понять друг друга, значит здесь расставание может быть. Но расставание на благо, потому что карта метла, она хороша тем, что убирает из жизни все лишнее. То, что нам уже не нужно, да, то, что нам мешает жить. Работа. Для тех, кто в поиске работы, карта гора. Карта гора может говорить как об исполнении желаний, если вы к этому готовы, если вы к этому давно шли, так и о том, что ваши желания могут быть слишком завышенные, да, для вас, да, для того, может быть, времени, в котором мы сейчас находимся, или вашей подготовленности, может быть, и слишком вы завысили свои ожидания, и поэтому невозможно сделать то, что вы хотите. Может быть, нужно начать с малого, может быть, нужно начать с того, что сейчас вообще можно получить, а потом потихоньку подниматься уже в гору. А также это может быть и назначение на какую-то высокую должность, если вы к этому готовы, если у вас опыт есть уже. Для тех, у кого есть работа, карта тучи, тут такое море, как бы шторм, буря и так далее. Да? То есть может действительно быть довольно-таки нестабильное время на работе у львов в это время. Почему так? Для чего это все происходит? Скорее всего, для того, чтобы показать, что вы в чем-то ошибаетесь. Есть у вас по поводу работы какие-то иллюзии, да, какие-то... Что-то вы неправильно представляете. И вот жизнь вам показывает все, как есть на самом деле. И карта говорит о том, что здесь может быть столкновение интересов. Допустим, начальник подчиненный, коллектив, да, внутри коллектива. Или, может быть, вы и человек, с которым вы работаете, которому услугу оказываете. То есть может быть вот такой. Может быть обман какой-то, ошибки какие-то очень сильные, большие, значимые. Здесь может быть... Знаете, как-то гнев, допустим, вы можете проявить не своевременно, неуместно, и из-за этого могут быть сложности, проблемы. И вообще постоянно может меняться ситуация на работе, и может быть вот это чувство неопределенности может быть очень сложным. Так, хочу дополнительную карту посмотреть. Карта женщины, да, то есть смотрите, карта говорит о том, что просто время должно пройти какое-то, и все уляжется. Здесь как-то мудро нужно подойти к этому вопросу, не спешить делать выводы какие-то, просто время такое муторное. И делать то, что должны, и все решится вовремя. Как бы разумно отнестись к ситуации, стараться не вовлекаться эмоционально.
Для тех, у кого свое дело, выпадает карта ключ. Замечательная возможность для того, чтобы начинать новое направление. Может быть, в финансах что-то новое начинать, вкладывать куда-то, покупать что-то на деньги заработанные, заканчивать какие-то процедуры, может быть, связанные с оформлениями там, документов или еще чего-то. Да? В общем, карта, когда решаются все ваши самые важные вопросы, вы достигаете успеха в том, к чему вы стремитесь. Или, может быть, эта карта обещает какие-то значительные, скорые перемены, очень важные для вашей работы. Может быть, вмешательство кого-то в ваши дела. Да? Может быть, вы сами дадите кому-то ключ, то есть как партнер, допустим, у вас может появиться. Но тогда будьте осторожны, потому что рядом у нас конфликт интересов, да? Сначала хорошенечко обдумайте, стоит ли вам кого-то впускать в свою деятельность еще дополнительно. Либо вы можете здесь закрыть что-то, что не приносит выгоды вам, и открыть одновременно новое. Но в любом случае это карта решения проблем. Финансы. Для тех, кто на зарплате, карта Луна. Здесь у вас, скорее всего, либо отдых семейный, вы деньги тратите, да, либо у вас много уходит на семью, просто на какие-то самые необходимые потребности. А также по карте Луна может быть и траты на творчество, на искусство, да, может быть, допустим, куда-то пойти, там, на концерт, там, где чувства у нас включаются. А также карта связана с тем, что мы будем тратить деньги на то, как мы выглядим, на то, какая у нас репутация, допустим, да. Допустим, мы можем тратить деньги здесь на одежду, допустим, какую-то внешность создавать для того, чтобы правильное впечатление произвести, да, чтобы люди о нас правильно подумали. В общем, как-то мы к деньгам здесь очень эмоционально относимся. Очень много соблазнов будет потратить деньги, да, и может быть такая ситуация, когда, допустим, сразу большую сумму потратили, а потом будет сложность, где денег взять. То есть таким еще образом может быть. И вообще какие-то, вы поймете, проблемы, да, которые связаны с деньгами, из-за чего, допустим, нет денег, что мешает, как-то откроется для вас эта ситуация. Для тех, кто зарабатывает своим делом, здесь карта рыбы, это рыбы, которые на просторе, да, которые в море, океане, и здесь действительно возможности моря, здесь могут быть крупные сделки, здесь может быть какой-то очень такой удачный месяц в плане финансов. Так, теперь это у нас карта здоровья. Змея это вообще у нас символ медицины, да, то есть карта, которая говорит о том, что вы можете здесь получить правильное лечение, да, вам могут назначить правильное лечение, которое поможет вам выздороветь. У вас может быть очень сильно обострена интуиция в плане своего здоровья. Вы знаете, что вам надо, что не надо, какая пища полезна, какая вредна, что вам делать, что не делать, да. И тут даже совсем не обязательно бывает, даже вы сами, совсем не обязательно прислушиваться к врачу какому-то, да, к доктору. Вы можете сами понять, что вам нужно. Может быть, какие-то природные компоненты вам нужны, там травы, еще что-то такое, да, яды, скажем так, да, которые помогут выздороветь. Ну и также карта говорит о том, что важно правильно питаться, важно правильно соблюдать режим и так далее. То есть мудро относиться к своему здоровью, чтобы оставаться здоровыми. И как итог этого месяца у львов выпадает карта тучи, но здесь уже не те тучи, которые у нас были в работе, да, там действительно черные тучи и шторм на море. А здесь у нас изображено поле пшеницы созревшей, и туча частично закрывает небо, да, остальное небо светлое. То есть по итогу месяца мы будем вспоминать его как месяц нестабильный, как месяц, когда мы не знали, какое, может быть, решение принять, какие-то переменчивые были ситуации, какая-то неопределенность.
Может быть, мы с кем-то могли конфликтовать, выпускать свой гнев, да, но в конце концов все стабилизировалось. То есть и становится все как-то на свои места, становится все четко и ясно. Мы уже как бы разумом понимаем, куда двигаться, как вопросы решать, и все становится на свои места. Друзья, желаю всем замечательного сентября. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.